Всем привет, друзья! Сегодня для меня очень волнительный и ответственный подкаст. Впервые моим героем будет мой бизнес-партнер Лена Захарова. И мы находимся в нашей локации, в кафе, которую мы откроем через 2 дня для города Якутска. Азиатская кухня Икра. Лена является основателем проекта. Она открыла ее в 2018 году в маленьком поселке Айхал. И ее история бизнеса – это про трудолюбие и упорство. Лена, спасибо, что согласилась. Ты очень долго отказывалась, да? Но я честно хочу, чтобы люди узнали об этой истории для мотивации и для того, что так тоже может быть. Лена, расскажи, как ты начинала в 2018 году в поселке Айхал? Вообще история начиналась в 2015 году. В 2015? Да. На тот момент я была по уходу за детьми. У меня 2 детей. Нет, я еще беременная была. Еще да, беременная? Беременная и сыну 2 года, да. Вот я жила в общежитии в поселке Айхал. И когда ушла в декрет, было нечем заняться. Все вокруг пекли торты, пирожные. Это я не умела, шить не умею. Вспомнила, что я в студенчестве работала официанткой и сушистом. И вспомнила свой навык. Сушистом где работала? В Новосибирске. В Новосибирске училась? Да, я училась в Новосибирске. Кстати, у меня специализация, высшее образование называется коммерция, торговое дело. Наверное, ни у кого такого нету. Ну, можно сказать, ты занимаешься сейчас по профессии. Да, я занимаюсь, да. Начала крутить роллы в общежитии в маленькой комнате. У нас маленькая кухня была. Сначала продавала своим знакомым, потом узнал весь поселок. Потом я родила дочку, еще больше заказов стало. Вот, как-то успевала, делала роллы, сходила за рыбой, разделывала ее сама. В общем, на тот момент это увлечение, да, хобби, приносил стабильный доход, который закрывал мои семейные потребности. Вот. Потом так сложилось, что я осталась одна с 2 детьми. Было очень тяжело. Вот. Я приехала сначала в Якутск, думала, чем заняться. А мне все время с Айхала писали: Лена, как мы будем с твоих роллов? Сделайте нам, пожалуйста. Я так подумала тогда, если я вернусь в найм, то я буду жалеть, что не попробовала. А если попробую, мне терять нечего. Вот, с такими мыслями я поехала. Обратно в Айхал? Обратно в Айхал. Там мне вообще никого не было. Я с маленькими детьми сняла квартиру, маленькую кухню, позвала своих подруг и начали роллы крутить в маленькой кухне. Это какой год? Это 18-й год. Я тогда оформилась как ИП. Вот поэтому с того периода считается, что Икра 2018 год, да? Мы там и выбрали название Икра, первые роллы, там, да, все как-то купили аватар первый, да, там касса, меню сделали там, и принимали заказы, сами крутили, по очереди полы мыли. Вот такие времена были. Потом в 2019 году мы переехали, нас позвали в торговый центр, мы уже зарекомендовали у себя. Кстати, поселок — это не совсем маленький поселок, там живет около 15 тысяч человек. Вот. И позвали в торговый центр, набрали штат, уже больше 10 человек было. Все стало налаживаться, придумали техкарты, в общем, и начали работать. Через год или 2, через год или 2 мы решили открыться в Мирном. Очень быстро нашли очень хорошую локацию, нас там очень поддержали, и мы в первый же месяц вошли в топ-3. Там очень много доставок тоже. Набрали еще больше команду. Это какой год тогда Мирный? 21-й, по-моему, год. Мы тогда такие вечером с друзьями. Они мне говорят: Лена, вот это что меня сподвигло? Я тогда на тот момент на маленькой машине ездила. Они говорят: Лена, что ты себе большую машину купить не можешь? Я такая говорю: чтобы большую купить машину, нужна еще 2-я точка. Я сама себе ответила на свой же вопрос. А что не открываешь, говорят. Я практически на следующий день я встала, поехала в Мирный. Абсолютно незнакомый город. Очень быстро нашли локацию, очень быстро договорились, нас очень тепло встретили там. Через 2 месяца нам потребовалось, что сделать ремонт, все сделать, привезти. Я привезла из Айхала свою команду. Вот Самсон и Мария. Сегодня, кстати,
Тоже. Якутске мне помогают, да, открываться. И, да, с марта 22 года мы работаем в Мирном. Вот. Сразу вошли в топ-3, сразу зарекомендовали себя очень хорошо. Ну, в принципе, потому что было уже все наработано. Вот. Потом открыли пиццерию, которую я тоже очень долго тебе отказывала, да? Ну, мы Вот его на тот момент мы с тобой познакомились. Да. Вот. Мы познакомились, и Маша меня года 2, наверное, уговаривала, чтобы я открыла пиццерию. Ну, я согласилась. очень быстро открыли. Очень быстро открылись. Потом летнее кафе мы открыли. Вот. И вот сейчас мы решили открыться в Якутске. Лена, мы же хотели очень такое яркое, красивое пространство сделать, да? Расскажи, пожалуйста, что у нас здесь есть. Но свет основной это терракотовый. Это Ага. у нас вот везде повторяется в упаковках, там, в приложении, в формах, да, там яркий цвет. Потому что да. это для аппетита, да? То есть красный, яркий. Нет, это есть лосося и икры красной. Нет, для аппетита. Да. Для аппетита. Сказали, нужен арт-объект же, да? Который ты не любишь, но он есть, да? Ага, это нас Это я вообще против была. Ну, когда, Дизайнер. Да, дизайнер. Когда подсказали, что хотели там азиатские лица, ну, что это азиатская кухня, да, и дизайнер предложил нас пропустить через ИИ, это же ручная роспись. Да. Ага, да. Маша кореянка, я японка. Вообще? Или наоборот. Или наоборот. Мне кажется, очень классно получилось. Что здесь у нас происходит? Вот самое, мне кажется, это классная вещь. Да, здесь будут готовые роллы, и они будут наполняться, всегда будет все свежее. Наполняться? Вот, у нас это везде. Ага, то есть я приехала, сразу купила, да? Да, и ты точно знаешь, и могу уверить, то, что это не вчера приготовлено. Там вечером пришел, это не с утра там все стоит, да? Там, Да. это мы по чуть-чуть всегда наполняем. Ага, идем дальше. Что здесь у нас написано? Но это у нас везде у нас тоже там висит, но у нас там на окне висит. Ага. Ага, я для тебя роллы сверну. Ой, какая красота! Так, и заходим уже пространство кухни, да? Ну, здесь такой рабочий процесс уже, да? Да, мы еще пока не открылись, но готовимся к открытию, пока вот так. Вот этот рис специальный, Да. который прям хорошего качества. Да. Да. Давай покажем, что у нас здесь. Сколько продуктов, Ну, это часть продуктов. да? Ну, Да. я знаю, по секрету скажу всем, что Лена сняла рев-контейнер. Летник. Летник, чтобы сырье было нужного качества. Так, уже здесь идет полноценная работа, заготовки. Ой, кстати, посуда. Уже ребята, какой уже 3 дня, да, заготавливают? Да. Красивая посуда, фирменная упаковка. Так, вот соевые соусы разлили, да? Да. Ага, ой, посмотрите. Вот такие будут коробочки, да? Да. А это что? Где? Вот. Это Вот. там запекается. Роллы Да, запекаются? роллы запекаются. Да? А здесь цеха, посмотрите. Ага. Здесь воки, да? А это станция для Там горячих. поки. Нет, А? это там поки, там Поки, салаты да? будут делать, да. Ага, поки. А какая посуда здесь, если кто захочет в кафе покушать? Да, это ресторанская посуда, очень дорогая. Дорогущая! Маша, когда увидела счет, вообще Я говорю, Может, не надо? может, не надо такой посуды. А я ей говорю, ладно, Маша, это у тебя какой 20-й по счету ресторана? Я говорю, для меня это первое кафе. Я хочу, чтобы дорогая посуда была. Красивая. Да. Ага, говорит, для наших гостей все красиво. А вы знаете, это что такое? Лена, расскажи, что это? Это мы в прошлом году ездили на выставку, познакомились с ребятами, которые Ага. это производят, да, и решили, что зачем нам покупать, если мы сами можем проращивать, да. И микрозелень у нас, да, вот сами выращиваем и Этим украшаете. Этим украшаем, да. Своя микрозелень. Вот так, ребята. Такой подход, да? А это когда-то начиналось У меня не было. в кухне, да? 2 на 2. 2 на 2, да? Вот что может сделать на самом деле бизнес, да? Трудолюбие, ребята. Все, спасибо большое, извиняемся за то, что мы нарушили ваше пространство. Но это же правда на самом деле, что с самого начала и вот не сдаться, и
идти дальше, это был самым тяжелым периодом? На самом деле я понимала, что у каждого человека жизнь в его руках. Ага. Когда я работала в Якутске, я всегда работала в руководящих должностях, Мгм. была исполнительным директором большой компании, я была коммерческий директор, или как это там называлось. Ну, в общем, начальником большого отдела была. И все время я работала на кого-то. Я когда вот наступили тяжелые времена, да, там, когда я с детьми одна осталась, я понимала, что если я приеду сюда, я буду на кого-то работать. А вот если я вернусь и попробую, я не буду жалеть, потому что для этого у меня есть образование, у меня есть знания, да. Я хотела это воплотить, и я знала, что никто, кроме меня самой, это не сделает. Я помню момент, когда я после студенчества на Сибирской приехала в Якутск, стою около теплого озера с сумкой. Мне должны были общагу дать по работе. И вот тянули. Я думаю, к этим родственникам пойду, к своим родственникам пойду. Я наконец-то, очень благодарна, конечно, родственникам, но я собрала вещи, должна была вроде в общагу заехать. И мне опять говорят нет. Я тогда помню вот этот день, дождь льет. Я под дождем стою с 2 сумками. Я поклялась себе, все мои родственники будут ко мне в гости приходить. И я вот тогда, вот, когда хорошо начала работать, купила первую квартиру здесь, да, там. И когда развелась, там, да, с детьми осталась, тогда я понимала, что я своими руками, своей головой могу свою жизнь поменять. Дети были маленькие, я их оставляла в садик, забирала, они еще в 2 разных садика ходили. Вечером нянька приходила, днем я работала, вечером приходила. И так это продолжалось где-то 3 года. Я приходила, у меня ноги вообще вот такие были. Отказывали, да. Потом, когда благодаря команде, благодаря расширению, конечно, да, там, это благодаря делегированию обязанностей, это сейчас все нормализовалось, и на данный момент, я очень благодарна, что я тогда не сдалась. Коротко вот так. Да. Но ноги тогда тряслись от физической усталости, да, когда ты 15 часов стоишь на ногах, да, то есть и без остановки ты в труде, в физическом труде. Помимо этого тебе нужно детей забрать, подумать, что им накормить, там, организовать, кто вечером останется с детьми, да, и вот это, и в этом всем процессе ты была одна. Я была одна. Да, ни бабушек, ни... Но бабушки, дедушки, конечно, слава богу, есть, но они далеко. Где я находилась, Айхал, да, это очень далеко отсюда. И там, да, я реально одна была. И вот это сколько от Якутска, сколько километров? Не знаю. Но я же говорю про упорство, да, то есть можно было позвонить, сказать, разрыдаться, поехать к маме, да, сказать, все, я не могу, да, но я поэтому и говорю, что история Лены – это про упорство и про трудолюбие, да, и не жалуясь на то, что там где-то жизнь была несправедлива или какие-то моменты, которые не подходят. Ты же переехала в Айхал вообще не знающий, никогда не была в Айхале, да, то есть просто взяла и переехала. Да, и когда я сказала маме, что я с 2 детьми обратно переезжаю туда, она сказала, хорошо. Она меня всегда поддерживает. Она никогда не говорит, там, почему ты это так делаешь. Если даже правильно, неправильно, она мне всегда говорит, хорошо. Принимает твое решение, да? То есть это про самостоятельность и ответственность за решение. Да, и когда мы переехали, она мне на первый съем квартиры 30 тысяч мама мне отправила. Мне так стыдно было. Ну ничего, это было давно. Очень много доставок суши, пиццы открывается по небольшим больших городах, в поселках, да, в улусах. Именитые, сами ребята с опытом, да, здесь в Якутске поработают и приезжают там в Чурапчу или где-нибудь, да, в Горном, открывает свое заведение и потом через некоторое время закрываются. Как ты думаешь, в чем секрет икры? У ребят вроде бы есть опыт, они тоже умеют крутить роллы, да, то есть они знают технологические карты, но очень быстро закрываются. В чем секрет икра?
Но секрет Икру — это, конечно, в команде. Люди, которые вокруг меня окружают, которые со мной работают. Я не говорю, что это мои работники, это мои коллеги. Они вместе со мной растут, вместе даем мы качество, стабильность. Вот стабильность. Например, я им всегда говорю, то, что я делаю, роллы, и то, что ты делаешь, например, никто никогда не должен отличить. Вот. У меня ребята, вот, которые работают, да, в Мирном, в Айхале, они с первого дня открытия работают. Но это очень стабильно, я так считаю, что 5, 6, 7 лет работают, да, в одном и том же месте. Но наша компания дает гарантии социальные все, проезды, поддерживаем, отправляем на учебу. То есть это про качество и стабильность, Да. которая достигается благодаря команде. Да. Качество не только в еде, она должна быть внутри команды. Отношения руководителя, то есть меня, и моих коллег. Я знаю, что у тебя есть истории, когда ребята, вот, ну, как ты сказала, 5 лет, да, то есть 7 лет. Самсон тот же самого, ну, то есть вместе с тобой открывал Мирный, сейчас он приехал сюда, тоже вообще неизвестный город, да, в Якутии, открывает вместе с тобой. Я знаю, что ты для них делаешь огромную поддержку, там вот как бы как первоначальный взнос для покупки квартиры, да. Поделись этой историей. Это на самом деле очень вдохновляющая история. Но когда мы уже несколько лет поработали, я поняла, что эти люди со мной с самого первого дня, и я посчитала, что прибыль, которую начала приносить компания, она не только моя. Я решила, что нужно с ними делиться. И у нас есть в компании, уже можно говорить компания, наверное, потому что у нас очень много людей работает. Да? Раз в год мы даем человеку на первоначальный взнос, помогаем, 500 тысяч компании добавляем. Вот. Но это именно целевое. Вот. Целевое использование для приобретения жилья. Двое человек уже получили. Получили, да. В этом году еще уже один есть кандидат. Да. Который работает с самого начала или какой-то критерий есть для этого? Ну, во-первых, это стабильность, конечно. В этом году человек, если пришел, но нету такого, да, но все равно должен человек показать, что он в команде. Самсон пришел к нам. Самсон — это мой управляющий с Мирного, да, который мне сейчас помогает продвигать. Он, как говорит, ты человек 20 века, да, там я в кухне хорошо разбираюсь, а он вот в технике, в программах, там, хороший у нас тандем получается, и друг друга поддерживаем, да, это мой партнер. Вот. Да. А что ты спросила? Критерий? Критерий, да. То есть в этом году пришел, и через год такую поддержку получает? Или там 2 года, 3 года? 2-3 года точно. Потому что у меня весь коллектив работает очень давно. Вот. Нету такого, чтобы человек пришел вчера. С улицы мы не берем, это касается Мирного и Айхала, да, стабильность есть. Вот. Основной костяк, 80% это вот люди, которые давно работают. Давно работают, да. Даже сейчас работа не прекращается, у нас даже кастрюли здесь шумят, скоро мы покажем, да, наше кафе. Да. Лена, вот помнишь, когда ты покупала на рынке эту рыбу? Ты покупала там сколько килограмм? Там 6 килограмм рыбы весит, наверное. Одну рыбу покупала и шла домой пакетом. С пакетом. С рюкзаком. У меня красный рюкзак был. Рюкзак был, да? Да. Ты шла с рюкзаком с этой рыбой. Ты сейчас сколько тонн рыбы заказала для города Якутска? Расскажи всем. Нет, это коммерческая тайна, сколько чего мы закупаем. Да. На самом деле закуп для меня это тоже очень важная история. Мы покупаем всегда очень много, и у нас есть уникальные договора поставок, да, и к этому повлияла сезонность. То, что у нас дороги постоянно в Мирном закрываются. Вот сейчас в марте закроется, она откроется, первые машины мы получим только в июне. Это была вынужденная мера, которая привела к росту. То есть я не 100 килограмм покупаю, допустим, полтонны беру, тонну беру, там, да, и поэтому товарные запасы — это наше все. Стратегические запасы, да? На самом деле... всегда, вот помнишь, когда первая пиццерия закуп был, она мне спрашивает, куда так много? Я говорю, Маша,
Наши дороги закроются. Я Тоннами не майонез, говорю, Лена, тоннами мука. Что мы будем делать? Я говорю, Маша, все нормально. Я говорю, сейчас на 4 месяца нас дороги не будет. Это все нормально. И на самом деле это еще и тоже является одним из ключевых факторов успеха проекта, да, потому что за счет этого я вот когда в Мирный приехала, я увидела такие качественные роллы, такой качественный том-ям, шикарный том-ям, да, но цена, она меня очень порадовала, очень адекватная, да, то есть и вот за счет этого я понимала, что для Якутска это суперпродукт. То есть войти с таким сырьем, с таким продуктом, это очень достойно. Даже франшизы здесь открываются и закрываются, потому что не могут эту логистику, не могут это качество, стабильность удерживать. Но не только у вас франшиза, у нас же тоже там рядом открывается в Мирном суши-шоп, еще там кто-то открылась, да, там. И это на самом деле классно, когда рядом открываются твои конкуренты. Это дает рост. Если ты одна у себя, там, допустим, все остальные так мелкие, да, там, это не дает рост. Благодаря этому мы очень быстро сделали приложение, очень крутое. Благодаря этому у нас полностью упаковки, пакеты, вплоть до жвачек, все брендированные, да, там форма. Ну, это рост на самом деле, да. Но вот даже, я говорю, федеральные франшизы, открываясь, они могут закрываться. То есть это говорит о чем? О том, что локальный продукт может быть круче, чем федеральный. Это же про это? Я думаю, что это не совсем так. Для меня лично, да, вот качество. Я вот хожу, по сей день я хожу, проверяю рис на вкус, да, там, пробую том-ям, что-то увижу, очень много надсмотренности, да, мы ездим куда-то, что-то смотрим и пытаемся это у себя повторить, например. Всегда улучшать. Да. Про королевский том-ям. Мы в Новосибирске все том-ямы поели, да? Мы даже не будем говорить про другие города, то есть про Новосибирск, скажем. Там есть франшиза том-ям-бара, да, откуда началась вот эта история такой сети азиатских кухонь, да, и она очень большая, активно развивается, но твой том-ям, он был шикарен. Что там есть в составе? Там много чего есть в составе. Мидии, осьминожки, кальмары, большие креветки, да, там секретные ингредиенты. И когда, знаете, вот в чем уверенность дает? Когда люди возвращаются с отпусков, а наш же город такой Мирный Айхал, это не про то, что они постоянно там живут, они постоянно ездят в отпуск, они там на материке туда-сюда возвращаются и говорят: Лена, твой том-ям самый классный. Да, я в этом уверена, потому что даже меня похвалил один из самых крутых шефов России. Да. Он попробовал, сказал, что такой, с таким составом том-ям он давно не видел. Потому что там, во-первых, очень качественные продукты, сбалансированный вкус, да, то есть мы даже вчера пробовали, да, том-ям, где нету кокосового молока. Да, это было щи. Это был ресторан щи с красным перцем. Да, поэтому в том, что продукт классный, есть такая уверенность, и я очень благодарна, Лена, тебе за то, что ты доверилась, да, и что мы совместно вот этот продукт подарим для нашей столицы, для города Якутска. Лена, у меня такой вопрос. Какой бы ты совет дала девушкам, которые начинают свой путь в бизнесе? У меня свое видение, может быть, кто-то с этим не согласится, но я считаю, что перед тем, как начинать бизнес, то человек сам должен в этом разбираться. Чтобы тебя не обманули, чтобы ты была уверена в качестве, да, услуга, будь товар, да, там, чтобы ты могла предложить лучшее. То есть знать свой продукт. Да. И полностью все процессы. Ты с этим не согласна, но я так думаю. Нет, это правильно. Это мой подход. Да. На самом деле это правильно, да, когда ты знаешь полностью весь продукт и являешься носителем концепции, даже когда мы говорим про франшизу, да, то есть погрузиться в эту историю и начинать бизнес, зная, что ты делаешь. Да. Второе – это честность. Честность по отношению к себе, к своему продукту и своим коллегам. Это очень важно, потому что только честность, только порядочность может тебя привести к какому-то успеху. Какому-то, да. Если будете как-то там по головам идти, что-то не делать, но это со временем все равно идет на нет.
все равно возвращается. Есть закон бумеранга. Вот. Но про то, что все же, когда бизнес начинает, хотят создать эту команду мечты, да, хотят сделать классный продукт, да, и не у всех сразу получается. Вот что должно быть, которое бы двигало, не останавливаться? Мечта. Мечта? Да, только мечты, да, там, я всегда визуализирую. Можно именно говорить? Конечно. Да? Я очень благодарна судьбе знакомства с тобой и Женей Винокуровой. Она мне вообще раскрыла глаза. После знакомства с Женей я вообще начала мир по-другому смотреть, на деньги по-другому смотреть, идти на расширение, да, там, и работать. И работать. Да. Да. На самом деле то, что мечты нами двигают. Да, у меня даже мечта была, вот, когда я жила в съемной квартире, я точно знала, что у меня будет балкон, и он будет смотреть на море. И как эта мечта сбылась? Давно сбылась, да. Ага, и как эти ощущения? Это, знаешь, это вот, когда ты вспоминаешь себя а потом ты осуществляешь свою мечту. Ага. Вот это окрыляет. Ты понимаешь, что ты можешь все, не останавливаться. Какая сейчас мечта тобой двигает? Мечты, цели — это мои дети. Чтобы у них было хорошее образование, чтобы они были людьми мира, чтобы они общались, жили, работали, где они хотят. Классно. Да, получали образование, которое они хотят. И это все, конечно, денег стоит. И я хочу вот сейчас вот такие потребности закрывать. Зачем мы работаем, женщины? Женщины мы все мамы, да? Да. И в конечном итоге мы хотим, чтобы были благополучные дети. А вот эти все материальные квартиры, машины, да, это не даст. У них должно быть хорошее образование, и в этом они нуждаются, я думаю, пока они дети, поддержки. Поддержки, да. Класс, класс. А по бизнесу как? Ну, Маша, я хотела вот... Маша, говорю, хватит, говорю, я хочу жить. Наконец-то я хочу отдыхать, говорю, вставать во сколько хочу, есть что хочу, куда летать хочу, да. Ну, походу мы будем развиваться. И вообще хотелось бы когда-нибудь увидеть, что не только в Якутске, да, там в Новосибирске, в Красноярске меня звали, кстати, открываться, да, там в нескольких других городах. Ну, полностью упакованный бизнес. Вот. Хочется его продвигать. Расширять, да. И масштабировать, да? Да. И есть продукт, который, ну, как бы может достойно стоять с любым брендом рядом. Да, и конкурировать. Классно, Лена, я тебя поздравляю. Да, нас поздравляю, да, что чуть-чуть. И вообще город Якутск поздравляю, что будет такой продукт, да? Да. А как можно будет заказывать? Есть у нас классное приложение, QR-код вот тут, да, и можете скачать и заказывать, да. Будет доставка, будет самовывоз. Кстати, самовывоз — это у нас вообще фишка отдельная. Да. Мы там в Айхале в Мирном стоим в торговых центрах, и там проходимость очень большая. Рядом есть банкоматы, то есть люди ходят, и они знают, вот если это новое, да, что-то, люди, конечно, боятся. А у нас они там знают, что каждое утро мы делаем свежее, потом в течение дня это наполняем, да. И, кстати, ты про цены говорила. Когда я в Айхале открывалась, цены делала, да, там, я видела цены, какие в Якутске, какие в других городах. Я понимала, что если я сделаю ценник вот такой высокий, то это не будет тем продуктом, который хочется каждый день, допустим, ну, возможность каждый день покупать. Это будет продукт особенного дня. Праздничный, да. Выходной, там, да. А я сделала этот продукт. Люди ходят, в обед берут, на ужин берут, там дети берут, да, все берут, но при этом качество хорошее. Вот. Да, это же и есть самое УТП. Когда вот вроде бы там смотришь меню, да, ты можешь и в обед покушать роллы, и на ужин покушать поке или боул, да, и если это по карману не будет бить. И качество продукта. И самое главное — скорость. Вот я говорю, почему на Каландрашвили она такая нужна, да, чтобы по пути можно было машину припарковать, заехать быстренько, купить парочку салатов, роллы и стол накрыть. И ужин готов, и обед готов. Вкусный, да, и знаешь, что продукт качественный.
Лена, ну как тебе съемки подкаста? Волнительный и ответственный. Спасибо, что поделилась своей историей. Я вообще благодарна, что ты согласилась прийти в Якутск, открыться. Да, я тебя поздравляю, Лена. Спасибо большое. На самом деле ты по-настоящему, вот я очень горжусь. Ага. И многие, кто тебя знает, тоже гордятся. Вся команда гордится тобой, да, и все тебе, потому что вот те ценности, про которые ты сегодня поделилась, она вот все в твоей жизни есть, и она двигает твоим бизнесом, твоим продуктом. Спасибо. Все, спасибо, ребята. Я думаю, что мы с вами здесь встретимся. Вы будете заказывать качественный, классный продукт Икура Азия уже в Якутске. Пока!